Открытие объектов социального значения коренным образом влияет на благополучие граждан. Только с начала этого года индекс промышленного производства в регионе вырос на 8,9%. В Ингушетии заработали дополнительно 69 детских садов. Создано более 22 тысяч ученических мест. Введены 3 десятка объектов здравоохранения. Проделана колоссальная работа. Индира Манкиева напомнит о важном. За последние 10 лет только в нашем субъекте была проведена колоссальная работа, напрямую повлиявшая на уровень жизни граждан республики. И эти перемены, безусловно, в лучшую сторону. Созданы необходимые условия для привлечения инвестиций в строительную отрасль и развития целой сети социально значимых объектов. С 2008 года в республике построено или реконструировано около 450 объектов. Из них к образовательной сфере относится 86. Если тогда в республике функционировало 29 детских садов, то сейчас их 69. Очередность детей снижена с 13 700 до 4 тысяч. На сегодняшний день в регионе создано более 22 тысяч ученических мест. В республике нет ни одной школы с трехсменным режимом обучения, а в большинстве случаев удалось решить вопрос и с двухсменкой. 31 объект введен в строй в сфере здравоохранения. Построены перинатальный центр, республиканская детская больница, онкологический и эндокринологический диспансеры, центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Результатом строительства объектов и модернизации системы здравоохранения стало изменение медико-демографической ситуации республики в положительную сторону. В сфере промышленности и сельского хозяйства 34 объекта. Именно они – оплот экономического развития региона. Это завод по производству полимерных труб и облицовочных материалов, швейная фабрика, завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхярких диодов, алюминиевых радиаторов отопления. В рамках развития агропромышленного комплекса построено и отреконструировано 24 объекта. Наиболее важный из них – мясомолочный комплекс, агропромышленный комбинат «Атлас», комбинат детского питания. В итоге 2,5 раза выросли собственные доходы консолидированного бюджета республики. Создано порядка 9 тысяч рабочих мест. Я сам с Малгобека, да, это огромный плюс, конечно, если завод заработает на полную мощность, то, что тут работа будет и рядом, самое главное, и оплачиваться. В регионе также решаются и вопросы в области жилищного обустройства отдельных категорий граждан. Для вынужденных переселенцев построено 17 домов. Собственное жилье обрели 1444 семьи. 49 жилых домов сданы под ключ жителям оползневой зоны Малгобека. По первой очереди построено 32 трехэтажных многоквартирных домов, в результате чего обеспечено жильем 843 семьи. Общей площадью жилья 90,5 тысяч квадратных метров. Не отстает республика и в темпах строительства объектов культуры, и спорта и туризма. Их на сегодня в общей сложности 58, построенные в рамках федеральных программ и за счет привлечения внебюджетных средств. Я считаю, что это очень большое достижение. Огромное спасибо руководству республики и, конечно, Министерству культуры России, который ежегодно возводит, помогая финансовым средствами, помогает нам возводить объекты культуры. Благодаря работе, проведенной за последние 10 лет, в регионе удалось снизить уровень безработицы. Так, по сравнению с 2008 в прошлом году наблюдалось снижение показателей в 2 раза. С 2018 по 2022 годы в республике планируется масштабное строительство социально-экономических объектов.
объектов, в том числе по линии образования более 20, здравоохранения 5, в спортивной сфере 6 объектов, промышленности 3. Это позволит создать и дополнительные рабочие места. Дерман Киевах, новости 24.